И вот один из примеров, когда вышедшая из берегов река наносит урон. Прокуратура Сыктывдинского района проводит проверку по факту разрушения участка автодороги между деревнями Ипатово и Шиладр. Асфальтовое покрытие буквально смыло весенними ручьями. Из-за внезапно образовавшегося карьера посреди дороги жители населенного пункта оказались отрезанными от цивилизации. Почему местные почти не удивились случившемуся, знает Ксения Лосева. Нет, это не сцена из фильма про апокалипсис, а всего лишь дорога в Шиладр. Деревню от цивилизации отныне отделяет вот этот большой каньон. Прорыв воды был настолько сильным, что унес часть асфальтового покрытия за собой прямо в лес. Когда на руинах вновь появится безопасный путь, пока непонятно. Отныне жителям добираться до большой земли придется либо по дощечкам, которые здесь соорудили, либо вплавь. Новость о том, что в Коми появился свой аналог американского Большого каньона, пришла в воскресенье. Фотографии тут же облетели интернет, но даже они не до конца передают весь масштаб обрушения. Глядя на последствия вживую, сложно представить, что такое могло произойти буквально за несколько часов. По предварительной версии, из-за обильного снеготаяния и подъема уровня воды лесной ручей на несколько метров ушел в сторону от места прокладки водопропускной трубы, в результате чего и произошел размыв дороги. Ну, конечно, ничего удивительного. Дорогу 100 лет не ремонтировали, вот и результат. Начинаются чудеса. Слой асфальта как кот наплакал. Ни нормальной толщины щебня, ни усиления. Неудивительно, что размыло так легко. Отрезанными от всего мира оказались и родители Елены Дорониной. Сама она живет неподалеку, в Эжве. В деревню приезжает каждую неделю, привозит пожилым родственникам жизненно необходимые лекарства и продукты. Как теперь помочь своей семье, она не знает. Говорит, дорогу до Шиладра и раньше-то сложно было назвать дорогой. Покрытию не один десяток лет. В некоторых местах асфальта и след простыл. Кругом ямы и выбоины. Из-за этого в деревню даже перестал ходить рейсовый автобус. Обратить внимание администрации района на проблему Елена, как и другие жители Шиладра, пыталась больше 7 лет. Обращались в Сыктывдин. Но Сыктывдин отвечает нам так, что в бюджете денег нет. Мы ничего не можем сделать, мы ничем не можем помочь. Там как будто война прошла, там ужас, а не дорога. Там вообще кошмар какой-то. Даже пешком идти, если пожилому человеку 9 километров, это никак. Там ноги переломают все. На данный момент в деревне проживает около 20 человек. Большинство из них – люди пожилого возраста. А значит, экстренная помощь может понадобиться в любую минуту. Кроме того, летом по разбитой дороге сюда в летний лагерь ежегодно привозят детей из коррекционного интерната. На будущее теперь здесь ничего не загадывают. И говорят, возможно, если бы просьбы о помощи были услышаны немного раньше, местным жителям не пришлось сейчас сидеть взаперти. Пока же на территории Сыктывдинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Установили местный уровень реагирования. Организовали доставку еды и медикаментов. Около провала круглосуточно дежурят спасатели МЧС. Для тех, кто все же отважится перейти через обрыв, установили деревянные дощечки. По факту разрушения участка дороги прокуратура организовала проверку. По поручению прокурора Республики Коми прокуратурой Сыктывдинского района организовано проведение проверки по факту разрушения автомобильной дороги Слутка-Ипатово-Шиладр. Установлено, что в результате обильного снеготаяния и подъема уровня воды произошло разрушение участка автомобильной дороги на подъезде к деревне длиной около 50 метров. Прокуратурой района будет проверено исполнение администрации муниципального района Сыктывдинский требований закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также законодательство об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Что стало причиной обвала? Можно ли было избежать ЧП? И главное, кто виновен в случившемся? На эти и другие вопросы теперь ответит прокуратура. Впрочем, жителей все же волнует и еще кое-что. А именно, когда в деревне снова появится сообщение с большой землей. После случившегося администрация района наконец пошла на контакт и провела в Шиладре собрание. Правда, ясного ответа на вопрос, когда здесь сделают хоть какую-то дорогу, она так и не дала. Ксения Лосева, Алексей Паршуков, Павел Юлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.